может быть, немного с неприятного для вас вопроса по поводу того вот судебного иска, который был против вас направлен, и согласно которому вас осудили на тему, что вы нанесли ущерб нашему государству на сумму там, почти 100 миллиардов тенге, на многие-многие миллиарды тенге. Откуда, что за ущерб, согласно этому решению суда, вы нанесли? Откуда вообще эта сумма взялась? Прежде чем говорить о справедливом Казахстане, давайте вот это проясним. Ответим на этот вопрос, потом дальше будем строить программу. Следующая, допустим, статья поставки смолы. Мы поставляем смолу с немецкого завода, вот, и они довозят там до границы Россия-Казахстан. Затем правительство обращается и говорит, что новые требования, все поставки должны быть на склад. Вот. Мы говорим, окей, хорошо, обращаемся в немецкий завод и говорим, нам теперь надо, чтобы вы доставили до склада. На что завод в Германии говорит, я не могу доставить до склада, я все-таки немецкий завод, я не отвечаю за территорию Казахстана, но у меня есть дилер на территории Казахстана. Он может вам доставить до склада, оплатить таможенные пошлины. Вот, поэтому увеличиваем контракт на стоимость доставки от границы и таможенной пошлины, и вперед из песни вы получите на складе. До склада, да. До склада. Раньше эти затраты платили мы. Теперь эти затраты легли в контракт, вот, который мы подписали вместо завода, теперь с дилером завода. То есть ничего не изменилось, только вот эти добавились затраты, добавились в контракт. Значит, обвинение следствия, цена на заводе не изменилась, а цена по контракту изменилась. Вот. И понятно, когда это все начало фигурировать в суде, и это же тоже ущерб, да, вот эта разница, они посчитали, умножили на тоннаж и сказали, ущерб нанесенный и так далее. Я задал, конечно, вопрос экспертам, я говорю, базис поставки, объясните суду, что такое базис поставки. Объясните, что такое DAF и что такое CPT. DAF – это доставка груза до границы, CPT – это доставка груза на склад. На что эксперты попросили этот вопрос снять у судьи, поскольку сказали, что я над ними издеваюсь. Я говорю, в смысле я издеваюсь? Они говорят, мы никакой такой DAF, CPT не знаем. Опять говорю, эксперты вам говорят? Это эксперты мне говорят. Я говорю, это правило Incoterms. Вы же эксперты, ну вы объясните судье, что такое Incoterms и что такое базис поставки. Вот, после этого они начали опять требовать судью, чтобы я снял вопрос, поскольку ни про какой такой Incoterms они не знают, и ни с каким Incoterms они не знакомы. Вот, на что мне пришлось самому объяснять судье и экспертам, что такое Incoterms. Что базис поставки подразумевает под собой. Если это DAF, то это граница, и оплачивает тот, кто вам поставляет товар, только до границы. Если CPT, то теперь он оплачивает все затраты, которые возникают уже теперь от границы и до склада. Значит, эти затраты необходимо посчитать и включить в контракт. Если меняется базис поставки, то должна измениться цена по контракту. После того, когда я объяснил это судье, после этого поняли и эксперты наконец-таки, да, что это такое. Вот. Судья задал экспертам вопрос, говорит, вы учитывали? Они сказали, нет, мы не учитывали, теперь мы совсем согласны, ущерба нету здесь. Но нам следствие опять ничего не давало, они нам сказали посчитать, мы посчитали. Я говорю, вы, говорю, вообще эксперты в чем? Они, на что они мне ответили, мы считаем таблицей Excel. Вот. Все, понимаете? Но те, кто знает, что это такое, они понимают. Да. То есть они не знают никаких экономических терминов, они в них не разбираются в базисах поставки, ни в чем не разбираются. Но они хорошо считают в Excel таблице. Да. Это вот все, что умели эти эксперты. Ну и так далее. И по всем этим пунктам мы постепенно снимали все ущербы. В оконцовке они сказали, ущерба нет. Наш судья дважды их переспросил, говорит, ущерб есть? Они говорят, нет, ущерба нет. Он говорит, а что вы мне тогда предоставили? Они говорят, мы предоставили вам расчеты. Он говорит, какие еще расчеты? Ну, расчеты того, что нам дало следствие. Вот. А следствие нам дало мало материалов, неправильные материалы дали, поэтому это просто такие расчеты. На что, как бы мой уже адвокат говорит, скажите под протокол экспертам, ущерб есть или ущерба нет? Они говорят, нет, ущерба нету. Вот. На этом закончился уголовный суд.